Выехал на Торосы. Разведка боем продолжается, Бестяг приближается, но дорога такая, конечно, когда в первый раз едешь, как-то не камильфо. Поедем потихонечку, вроде бы дорога езженная, хорошая. Это островки. Вот смотрите, это косуля бегала, вон следы. Туда собака вряд ли забралась. Если только с кем-то, с рыбаками. Но это не собачий след. А вон и заячьи следы. Вон они по бережку. Но зайцы скоро убегут. Когда ледоход, перед ледоходом они, видать, чувствуют. И они начинают убегать с островов. Да, заячьих следов там много здесь. Да, скорее всего, я выйду на Бестях. Это как бы неофициальная трасса. Видать, кто лед добывает, ну и рыбаки ездят. Нижний Бестях, вот ориентировка, вон вышка стоит. А поселок сам он вот он. Отсюда вот там начинается, и он туда продолжается. А я в предыдущий раз рыбачил на кранах, но не на этих кранах. Видите, вот слева краны. Вот прямо вот так сейчас покажу. Это дальние краны, а вот которые, на которых я был, они вон там. Вышка это, и туда еще правее ехать. А мне далеко ехать туда. Вон они не видны над лесом. Вон я туда еду. Так, ну все понятно. Теперь тогда по этой дороге-то в принципе можно ездить. Но по трассе, по-моему, быстрее будет ехать. Или даже через Хатас. Так, ну потихонечку приближаемся к трассе. Трасса вон она далеко. Ну сколько здесь? Метров 400, наверное. Нижний Бестях. А я должен доехать вон до тех кранов. Вон там вдалеке, видите? Вон туда я еду. Остановился в поселке Нижний Бестях. Вон там церковь есть. Там дальше по трассе ехать с правой стороны мечеть есть. Многонациональная у нас республика. Наций много. Это как бы центр поселка Нижний Бестях. Торговый. Здесь много магазинов. Торговый центр Манчара. Это национальный герой Манчара у нас есть. Вот я его проехал, не заснял. Но потом когда-нибудь я засниму репортаж. Недавно вот памятник поставили. Ну что, поедем дальше. А там закрыто даже здесь, да? Никак не пройти. Это памятник героя Советского Союза Федору Кузьмичу Попову, нашему земляку. Мегино-Кангаласский район. Это вот кто помнит, в советское время автовокзал был. Вот отсюда автобусы разъезжались в другие районы с Мегино-Кангаласка, другие поселки.
у нас почитает ветеранов. Сейчас вот еще на подготовительном уровне, видать, здесь будут, видать, барельефы какие-то сделаны. Тут такой фонтан, ледяные фигуры Ботаров. Это наши богатыри якутские. А вот и сам танк. Т-30, легендарная Т-34. Федор Кузьмич Попов. Ну, молодцы, ребята, хорошее дело сделали. Увековечили память нашего героя. Ну и солидное сооружение-то. Танк в натуральную величину сделан. Красиво. Вот такая площадь Победы. Еще только все строится, начинается делать. Эта дорога идет в сторону поселка Хаптагай, Рассолода, Качекацы. И там дальше до Алдана трасса идет. На Нерингри. А вот эта дорога пошла в сторону Майи. Это у нас поселок такой. Выехал с поселка Нижний Пестях. Еду по Неверской трассе. Сейчас вот перед заправкой уйдем направо, в сторону реки Лена. Вот ледовая переправа Хатас-Павловск. Идем направо и там выедем на Лену. Ограничение 30, спуск. Эта труба воду качает. Станции там внизу стоят. И для населения вода идет. Ее здесь видно будет. И вот здесь вид как раз на реку Лена. Обратно поеду через Хатас. Будет быстрее. Там трасса. Ну, посмотрю, может быть, отсюда через Пестях поехать можно. Вот она, наша матушка Лена. Кораблик лежит. Отслужил свое и лежит. Извините за съемку, снимаю с руки.
Ледовый автозимник. Атасы Павловск. Ограничение 40 тонн. Уменьшили. Потому что сейчас все-таки уже апрель месяц скоро. А кстати, сегодня какое число-то у нас? Я что-то даже не посмотрел. 30-е, по-моему. Да, 30 марта сегодня. Так, вот. Помните эти места, да? Вот сейчас я поверну налево. Город Якутск у нас с правой стороны. Город Якутск вот там. Но мне вот сюда надо, вот на краны. Вот здесь я рыбачу. Заедем сюда. Марта 2021 года. Сижу напротив города Якутска на реке Лена. Так, время сейчас сколько? Это я не посмотрел даже. Это вот местные стоят, бестяхские, Нижний Бестях. О, мужики уже подъехали. Вон те синие палаткой были, когда я приезжал. Приехал, вернее. Город Якутск вон находится. Вот за этой машиной, вот правее. Там телевышку видно вдалеке. Поставил, как обычно, жерлицу одну. Пулеметик поставил. Иваныча. И на маленькую удочку тоже Иваныча ловлю. Сейчас ее пока так положил. Зеленой ручечкой, черненькой. Пока тишина. Будем ловить до победного. Кто-то балуется. Кто-то балуется. Чуть-чуть колышутся они. Или это течение? Нет, это рыба, по-моему, была. Чуть-чуть такие маленькие поклевочки были. Сейчас будем проводочку делать. Да что ж такое? Как камеру начну вытаскивать, поклевка заканчивается. Сейчас камеру положу в карман, начнет поклевывать. Давайте-ка я сейчас его немножко чуть проводочку сделаю. Сцепилась салют, что ли? Вон, видите, вот левый. Я там глубину разную сделал. Испытываю глубину, на какой будет брать. Сейчас я поставлю. Сейчас посмотрим. Вон, видите? На правой поклевка идет. Тонкая-тонкая. Сейчас на этой. Поводок у меня, конечно, здесь. Погнул я его. Такой металлический, тонкий. Вот на нем, на левом, глубина поглубже. Сейчас давайте я оставлю это. Сейчас посмотрим.
хочет она на камеру поклевывать. Сейчас я отключу, она будет поклевывать.